Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 17 февраля в нашей истории. 17 февраля 1810 года Абхазия получила покровительство Российской империи. Император Александр I подписал манифест о присоединении Абхазии к России. А 17 февраля 2010 года, к 200-летию единения Абхазии и России, Государственная Дума Российской Федерации сделала заявление. В нем, в частности, отмечалось: за 2 столетия наши народы знали не только мир и благополучие. Они прошли через революции и войны, разруху и голод, проявление несправедливости национальной политики в царские времена, через необоснованную ликвидацию союзно-республиканского статуса Абхазии и присоединение к Грузинской ССР в советские годы. Грузинские власти попытались лишить Абхазию законного права на самоопределение. В тяжелый момент на стороне абхазского народа выступили люди других национальностей – российские добровольцы. Государственная Дума выразила уверенность в успехе мирного строительства независимой Республики Абхазия. 17 февраля 1921 года был образован Революционный комитет Абхазии. В него вошли Ефрем Эшба, Нестор Лакоба, Николай Акертава. 17 февраля 1922 года вошел в нашу историю как день ратификации союзного договора между Абхазией и Грузией на Первом съезде Советов СССР Абхазии. 17 февраля 1929 года бытовая абхазская драма «Дзадзе Дарсалия Афют Проягас» в глухой старине была представлена абхазскому зрителю в театре Алашера. Годом ранее состоялось открытие абхазского сектора Сухумского театра. Там и были поставлены первые многоактные пьесы на абхазском языке «Махаджира» Самсона Чанба, «Под чужим небом» Дмитрия Гулия, в глухой старине «Дзадзе Дарсалия». 17 февраля 1943 года на заседании Президиума Верховного Совета Абхазской автономной Советской Социалистической Республики принято решение об образовании Гуль-Рипжского района Абхазской ССР. 13 сельских советов были выделены из состава Сухумского района и объединены в одну административно-территориальную единицу. Так был образован новый сельский район Гуль-Рипжский. 17 февраля 1981 года постановлением Совета министров Абхазской ССР Республиканской библиотеке было присвоено имя народного писателя Абхазии Ивана Папаскир. 17 февраля 1996 года в Москве завершилась беспрецедентная по длительности серия многосторонних консультаций по проблеме урегулирования грузино-абхазского конфликта, писала газета «Коммерсант». Абхазский лидер Владислав Ардзинба, приехав убеждать Москву в необходимости срочной экономической помощи, оказался под мощнейшим прессингом, в котором участвовали глава МИД России Евгений Примаков, его первый заместитель Борис Пастухов, министр обороны Павел Грачев, вице-премьер Алексей Большаков. Смягчение экономического давления было поставлено в прямую зависимость от способности абхазов пойти на уступки. Предсказать дальнейшее развитие переговорного процесса крайне сложно, писала газета. Складывалось впечатление такое, что да, конечно, он незаурядный человек, но что он такой упертый? Ну что он такой негибкий? Ну да, конечно, принципиальность в его положении необходима. Но нельзя же так. А потом я для себя сделал вывод, что если бы он тогда где-то дал слабину, дрогнул, все могло развернуться совершенно иначе. Ардзинба, комментируя выработанный документ, особо подчеркнул, что предложенный Грузии проект протокола является его личным решением. А посол Грузии в России Важа Лорд-Кипанидзе сразу же заявил, что видит в новых предложениях Сухума не более чем очередную попытку установить конфедеративные по сути отношения с Тбилиси. Естественно, мы не намерены торговать нашими национальными интересами. Здесь компромисс – это то, что когда люди пытаются идти навстречу друг другу. Без этого достичь прогресса очень сложно. И надо к этому относиться с достаточным пониманием. Правда, компромисс следует отличать от того, когда одна из сторон пошла на уступки полностью другой стороне, так сказать, тогда вообще нет необходимости обсуждать документ. Надо просто прислать его из Тбилиси, чтобы здесь его просто подписали, как это было во времена ЦК КПСС, и отправили бы обратно. Но мы немножко живем в другое время, и более того, между нами год шла война.
не следует этого забывать. И наше терпение, оно тоже не беспредельным не является, и мы не намерены все время пятиться назад. Мы сделали максимум, и даже более того, что можно было сделать ради достижения мира и согласия. 17 февраля 2003 года был подписан меморандум о взаимопонимании в области торгово-экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества между правительством Республики Абхазия и администрацией Краснодарского края. Меморандум подписали премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия и глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев. 17 февраля 2004 года абхазская делегация бойкотировала встречу с группой друзей генерального секретаря ООН по Грузии. 17 февраля 2005 года указом президента Сергея Багапш секретарем Совета безопасности Республики Абхазия был назначен Станислав Лакоба. 17 февраля 2006 года парламентом Абхазии принято решение о запрете игровых автоматов. Депутаты парламента вынуждены были принять крайние меры в связи с тем, что в игорный бизнес было втянуто большое количество подростков и молодых людей. Игорный бизнес развивался в республике бесконтрольно более 5 лет. 17 февраля 2010 года состоялся первый официальный визит президента Абхазии Сергея Багапша в Российскую Федерацию. В ходе визита состоялись встречи с президентом России Дмитрием Медведевым, председателем правительства Владимиром Путиным, патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Были подписаны соглашения об объединенной российской военной базе на территории Абхазии, о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, о воздушном сообщении, о военно-техническом сотрудничестве, о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта и другие. 17 февраля 2010 года открылся официальный туристический сайт Абхазии. 17 февраля 1936 года родился Валерий Даутия, поэт, заслуженный учитель Абхазии. Работал преподавателем абхазского языка и литературы в Цандрипшской школе-интернате. На стихи поэта композиторами Ражденом Гумба, Отаром Хунцария и другими созданы песни, которые вошли в репертуар народных ансамблей и эстрадных коллективов Абхазии. 17 февраля 1938 года родился Борис Амичба, народный артист Республики Абхазия. Разнообразен репертуар Бориса Амичба. Это арии Баха, Генделя, Верди, Пучини, Чайковского, песни и романсы Шуберта, Брамса, Лакерба, Гумба. Особое место в творчестве Бориса Амичба занимают народные песни. Им была поставлена опера «Аламос» на музыку Шведова, либретто Михи Лакерба. В этой постановке Борис Амичба предстал как соавтор либретто и как переводчик текста с русского на абхазский. Он также исполнил одну из главных ролей – партию Сеида. В разные годы Борис Амичба был художественным руководителем и директором Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Награжден орденом Ахтябша 3-й степени. 17 февраля 1939 года родился Язби Фейсба, кандидат экономических наук. Был преподавателем Московского института народного хозяйства имени Плеханова, деканом биолого-географического, затем экономического факультетов АГУ. Фейсба – автор учебного пособия «Курс экономики Республики Абхазия», соавтор учебного пособия «Национальная экономика Абхазии» и учебника для вузов «Национальная экономика Абхазии». 17 февраля 1958 года родился Даур Барганджия, кандидат экономических наук, доцент Абхазского государственного университета, депутат парламента первого созыва, заместитель председателя парламентской комиссии по экономическим вопросам. В послевоенное время был министром экономики Республики Абхазия, председателем Национального банка. С 1996 года Даур Барганджия живет и работает в Москве. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 17 февраля в мировой истории. 17 февраля 1600 года в Риме сожжен Джордано Бруно. 17 февраля 1852 года Эрмитаж открыли для публики. 17 февраля 1947 года американская радиостанция «Голос Америки» начала передачи на русском языке. 17 февраля – день спонтанного проявления доброты. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 17 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2012 году. Это 12 градусов. Самая же низкая температура – минус 2 градуса в 2011. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.